Россия — это живой монумент, на котором словами былин запечатлены эпические герои древности. В возвышенных словах древних песен оживают предания многоликой, но монолитной нации, обращенной к ее спасителям и ротоборцам. Тем, кто силой своего духа и мускулов, своей веры в победу и высшую миссию создали мир, в котором мы живем. Отныне в объятиях высокой горы будешь светочем ты страны, будешь светлой душой для людей, немеркнущим золотом будешь ты. Дорога Урала — великие горы, могила Урала — высокие горы. Название приняли тоже Урал. Эти степные просторы и леса, обрамляющие круче Уральских гор, не так давно изменили свой древний облик. Нефтяные вышки стали визитной карточкой республики, где сейчас добывается более 15 миллионов тонн нефти в год. Вот он, символ башкирского сокровища. При современных способах добычи фонтаном нефти уже не позволяют открыто бить из земли. Но когда-то черное золото само выступало на поверхность, и в старинных башкирских казаниях нефть называлась маслом земли. Много тысяч лет назад это масло земли образовалось из пролитой в этих местах волшебной крови богатыря, которого звали Урал-Батыр. Но он дал своему народу не только возможность пользоваться нефтяным богатством. Благодаря Уралу возник целый прекрасный мир со всеми его горами, лугами, реками и подземными сокровищами. Но главное наследие эпического героя – правило жизни для потомков, секрет счастья для всех людей. Так чем же прославился Урал-Батыр, что даже горы носят его имя? И что сейчас мы знаем об этом национальном герое? В 1910 году учитель и собиратель народных сказаний Мухаммедша Бурангулов отправился в экспедицию по Иткульской волости Оренбургской губернии. Сегодня это Баймакский район Башкортостана. Его внимание привлекали старинные сказания поэтов-эссенов, наполненные духом мистических событий прошлого и открывавшие тайны сотворения мира. Башкиры всегда очень уважали эссенов. Эти поэты не только сочиняли, но и запоминали, исполняли и передавали из поколения в поколение старинные сказания. А свои выступления эссены сопровождали отрывистыми звуками древнего музыкального инструмента думбары. К тому же считалось, что старинные напевы обладают еще и лечебными воздействиями на слушателей, что, конечно, только добавляло эссенам всеобщего уважения. Сказания эссенов так поразили Бурангулова, что он отблагодарил поэтов, отдав им своего коня. Ему пришлось добираться домой пешком, но что это значило по сравнению с обретенным сокровищем? Речь шла не только об уникальном этнографическом материале, но и о загадочных сведениях, для обработки которых Бурангулову потребовалось больше 10 лет. И в начале 20-х годов впервые появился письменный вариант эпоса о Батыре, то есть богатыре Урале и его славных подвигах. В давние-давние времена жили на свете старик со старухой. И было у них два сына, старшего звали Шульген, а младшего Урал.
Когда они подросли, отец оседлал 2 львов и отправился на весь странствовать. Он просил их найти живую воду, которая даст бессмертие человеку и природе, а саму смерть уничтожит. И покинули братья отчий дом. Долг был их путь. По дороге братьев ждали опасности и искушения. Шульген не выдержал всех испытаний, он предал добро и перешел на сторону зла. Шульген стал главным врагом своего младшего брата и одним из главных воинов темных сил. А Урал остался верен заветам своего отца. День и ночь, год за годом совершал Урал-Батыр свои подвиги. Он победил кровожадного царя Катилу, царя змей Ках-Каху, нашел-таки живую воду. Сражался со злыми дивами и их предводителем Азракой. И, наконец, в бою встретился со своим братом. И все это для того, чтобы люди были счастливы, чтобы горе и смерть навсегда покинули землю. Когда убивал Урал злых дивов, падали их тела на землю и возникали потом из них горы. Казалось бы, подобные эпосы есть практически у любого народа. Но Урал-Батыр явно выделяется на фоне своих коллег-богатырей. И тем, что его путь – это поиски абсолютного добра. И тем, что в сегодняшней Башкирии эпос о его подвигах – это больше, чем просто сказка. В одном из боев Урал убил главного злого дива Азраку. Он снес ему голову своим алмазным мечом. Когда див упал, казалось, что весь мир содрогнулся. Огромное страшное тело его надвое водный простор рассекло. На месте том поднялась гора. Там, за облаками, и есть та самая гора, которая, по легенде, возникла из мертвого тела Азраки. Это самая высокая точка южного Башкортостана, а гора называется Большой Ямантау, что означает «большая плохая» или «злая гора». Среди местного населения она всегда пользовалась дурной славой. Считается, что в ее округе постоянно происходит что-то странное. Оттуда никогда не возвращались лошади. Раньше там обитало множество свирепых медведей. А погоду на склонах горы сейчас никто не берется предугадать. И даже говорят, что, поднявшись на Ямантау, можно накликать на себя беду. Осваивая ту или иную территорию, человек как бы мифологически на нее набрасывал такую сеть, в общем-то, связанную с деяниями его культурных героев, связанные с происхождением тех или иных явлений ландшафта. И, соответственно, здесь мы должны говорить о том, что народ, сохранивший такую мифологию, в общем-то, фактически является прямым потомком тех, кто впервые заселил эти земли. В этих местах Урал совершил свой последний, самый героический подвиг. Вот вход в таинственную мрачную пещеру Шульген-Таш. Здесь есть 2 подземных озера, круглое со стоячей водой, иначе мертвое озеро. И голубое оно считается живым. Его питает река, чьи воды текут глубоко под землей. Эта река тоже называется Шульген. Почему же и заповедник, и пещера, и река до сих пор хранят имя старшего брата Урала, предводителя зла? Когда Урал сразился с Шульгеном, тот, чтобы избежать полного разгрома, вместе со своими слугами, злыми дивами и прочей нечистью, нырнул в здешнее бездонное озеро. Тогда решил Урал-Батыр выпить всю воду из озера, наполненного змеями и демонами. Долго пил Урал воду, но даже ему эта задача оказалась не по плечу. К тому же вместе с водой Урал глотал и злых дивов. Они-то и разорвали его благородное сердце изнутри. По легенде, у Батыра была и живая вода. И это могло бы исцелить его и даже подарить бессмертие. Но он не оставил себе ни капли, когда прыснул ею на природу и сказал, что кроме нее никто не должен жить вечно. Так он возродил землю, истощенную злом, но сам пал в последней схватке с врагами человечества. Но отчего же предание не сделало своего богатыря бессмертным? Почему в сознании народа Урал должен был погибнуть? Да, как и всякий, в общем-то, древний миф, он, по сути, является посвящением вот эту вот мудрость совершеннолюдения на основе добра.
вот, не насилие. Цель, в общем-то, социализации, вот, посвящения вот, детей, вот, превращения их в полноценных членов общества, в этом заключалось, в том, чтобы они познали, что такое добро и зло, что такое жизнь и смерть, чтобы они поняли свое место в этом мире, и поэтому эта жизнь была наполнена смертью ради жизни. Вот. И эта идея и внушалась, и присутствует в этом древнем тексте. Жизнь и дело Урала продолжили его потомки. Дети старались сделать жизнь людей еще лучше. Ушли батыры в далекие путешествия искать источник счастья. Своими алмазными мечами они рассекали горы, и там, где они прошли, образовались большие реки. На берегах этих 4 рек и поселились предки башкир. Позже реки назвали именами детей Урал-Батыра и его племянника. Сакмар, Яик, сейчас он называется Урал, Нугуш, Идель, сейчас Агидель или Белая. Так появился мир, в котором башкиры живут и сейчас. И все это благодаря героическим подвигам Урал-Батыра. Но сам эпос и образ богатыря задали исследователям множество загадок, вокруг которых идут горячие споры. Вот только одна из них. Когда именно возникли первые рассказы о подвигах легендарного героя? Эпос Урал-Батыра – это, несомненно, самый древний эпический текст, который зафиксирован на территории Южного Урала. Вот, и смею сказать, что может быть и на территории Евразии. Судя по тому, что здесь описывается происхождение Земли, вот, собственно, Уральской земли, вот, мы здесь должны говорить о той эпохе, когда люди впервые появились на этой территории. Одна из легенд эпоса гласит, что переметнувшийся на сторону зла Шульген устроил всемирный потоп, чтобы погубить человечество. Урал вступил в бой с подчиненными Шульгену злыми дивами. Пока он воевал, люди спасались от воды, взбираясь на высокие горы. И покрыла всю землю вода, суша скрылась под ней навсегда. Люди сделали лодки себе, не погибли, не утонули в воде. На гору, восставшую из-под вод, выбирался спасенный народ. Не правда ли очень знакомая история? Конечно же, это очень похоже на библейскую легенду о Ное и его ковчеге. И поэтому некоторые исследователи считают, Урал-Батыр и Библия возникли от единого источника. Они находят в башкирском эпосе параллели с древнешумерскими мифами и утверждают, что эти мифы почти ровесники. Итак, попробуем установить, когда же возникли легенды о славнейшем Урал-Батыре, и возможно ли сегодня определить это. Некоторые детали эпоса наводят ученых на след. Каждый житель Уфы знает, что это за здание из стекла и бетона. Это один из самых современных в мире ипподромов. По выходным тут царят нешуточные спортивные страсти. Но сейчас нас интересуют не породы скакунов, результаты бегов или ставки, а название ипподрома. А называется он Акбузат. И это вовсе не случайно. Акбузат – это крылатый конь Урал-Батыра и его верный друг. По легенде, Акбузат сам должен был дать согласие на то, чтобы уйти с Батыром, а Урал – доказать свое право быть всадником на чудесном скакуне. Когда наш герой уставал, верный конь выносил его из битвы. Когда же Батыр набирался сил, Акбузат снова вихрем мчался в бой. Он не горел в огне и не тонул в воде, и ослеплял всех своей красотой. Словно с неба летящей звездой, Акбузат в мир сошел земной. Грива развивается гордо, вздернута точеная морда, зубы, как дольки чеснока. Грудь цикалиная, узкие бока, крут и легок в копытах он. А помчится, спорхнув как птица, только пыль заклубится. Вот таким был тот дивный конь, сошедший вниз, как небесный огонь. По преданию, все лошади, которые сегодня живут на земле, это потомки Акбузата. Они помнят наказ верного коня Урал-Батыра всегда, во все времена верой и правдой служить людям. А жизнь самого легендарного скакуна сложилась непросто. Злой брат Урала Шульген сумел выкрасть Акбузата у богатыря и спрятал его на дне того самого бездонного подземного озера, где прятался сам, откуда нападал на людей, и которое до сих пор носит имя коварного злодея.
Казалось бы, это совсем сказочная история. Ну что реалистичного может быть в рассказе о многолетнем заточении коня под водой? Конечно, все это легенды и предания, но в конце 50-х годов прошлого века пещера Шульгенташ преподнесла ученым настоящую сенсацию. И из нее появляется первая версия о происхождении Урал-Батыра. Рисунок называется «Композиция лошади и знаки зала хаоса». А возраст рисунков в пещере – это верхний палеолит, то есть датировки от 15 до 17 тысяч лет назад. Позже историк Вячеслав Котов уже с помощью современной техники исследовал и те изображения из знаменитой пещеры, которые не были видны невооруженным взглядом. Ну, прежде всего, в общем, когда анализировал я изображение Шульгенташа, обратил внимание на то, что в центре внимания первобытных художников находится лошадь. И получается, что эта композиция обозначает такую троичность мироздания, где верхняя лошадь с трапецией на спине – это крылатая лошадь, символ неба и солнца. Ну и на другой композиции верхнего этажа мы видим Акбузат, где герой сражается с хозяином подземного мира, ему покровительствует конь Акбузат. И это еще одна любопытная деталь. Урал-Батыр и другие герои эпоса передвигаются время от времени на летающем льве. Это, конечно, тоже мифический образ, но откуда предки башкир, жившие в районе Поволжья и Южного Урала, могли знать о львах хотя бы и не летающих? В башкирском языке есть две пословицы, непосредственно связанные со львом. На башкирском языке эти пословицы звучат примерно так. «Арсланга атланхан, камсан кылыс булган». Это, по-русски это звучит примерно так. Если сядешь верхом на льва, то пусть твоя плетка саблей будет. Вторая пословица по-башкирски «Арслан аутапмай кайтмас», что означает, что если лев пошел на охоту, без добычи он не вернется. Ведь пословицы создаются не на пустом месте. Исследования палеонтологов косвенно доказывают, что доисторические пещерные львы, которые были гораздо крупнее их нынешних потомков, могли водиться не только в Африке, но и в Европе, на Урале и даже в Сибири. К тому же они могли прыгать дальше и выше, чем современные львы. Может быть, поэтому древние люди, встречавшиеся с этими грозными существами, придумали миф о летающих львах. Археолог Бибиков в 1948 году, обследовав пещеры в долине реки Юрзань, обнаружил их останки этих пещерных львов и датировал эти останки как раз эпохой Верхнего Палеолита. Также, когда создавался эпос Урал-Батыр, пещерные львы тоже были на территории Башкирии. Потом, ведь не только башкиры обращались к образу пещерного льва, ведь и греки в своих вакханалиях там изображали повозки, запряженные пещерными львами. Значит, в эпосе мы, возможно, слышим отголоски очень далекой реальности. По этой версии сказания о подвигах Урал-Батыра могли появиться уже в эпоху Верхнего Палеолита. Но есть и другая версия, не менее сенсационная. Здесь, в архиве Уфимского научного центра РАН, хранится самый старый экземпляр рукописи эпоса. На башкирском языке еще латинским шрифтом. Он был напечатан около 100 лет назад. Но как именно возник этот письменный текст, наверное, самая большая загадка всей этой истории. Появление письменного варианта Урал-Батыра – это настоящий детектив. По официальной версии, Урал-Батыр был записан в 1910 году Мухаммедшой Бурангуловым. Но никто и никогда не видел его первоначальной рукописной записи. Считается, что она потерялась во время обысков Бурангулова. При советской власти его несколько раз арестовывали как врага народа. Скептики возражают. Запись никуда не терялась, потому что ее просто не было. А Мухаммедша Бурангулов и был настоящим автором Урал-Батыра.
Так неужели он просто выдумал все рассказы о славных подвигах Батыра? И вообще образ главного персонажа. А все его рассказы – это просто стилизация под древнебашкирский эпос, которого у предков башкир просто не было. Журналист и общественный деятель Карим Яушев предположил, что эпос «Урал-Батыр» не может считаться подлинно народным произведением, а является литературным сочинением писателя Бурангулова. Или же он переработал, свел воедино разрозненные сказания юго-восточных башкир. Но для чего Бурангулову сочинять поэму об Урал-Батыре? Возможно, дело было в личных творческих амбициях, а возможно, в политических причинах. Одна из версий: он делал это по заданию советского руководства Башкирии, которое стремилось создать новую историю башкирского народа. Правда, потом за это же и пострадал. Его объявили националистом. Впервые на башкирском языке «Урал-Батыр» был напечатан в 1968 году. А на русском и того позднее, 7 лет спустя. С тех пор вышло немало изданий и переводов эпоса, но споры о нем не прекращаются. Вообще, Урал-Батыр – это единственный из эпических героев России, вокруг которого копья ломаются с таким же ожесточением, с каким, наверное, сам богатырь сражался со своими врагами. Так существовал ли Урал-Батыр? В сказаниях о нем мало конкретной человеческой информации, и его старинных изображений нет. Но, возможно, внешность его и не столь важна, ведь легенда наделяет Урала всеми положительными качествами, делая его образ и жизненный путь примером для подражания. Именно поэтому изложение всего эпоса от начала до конца считалось у башкиров важнейшей частью обряда посвящения во взрослую жизнь. Описывается даже, так сказать, вот, как бы этапы, которые должен пройти каждый молодой человек. Вот, и Урал-Батыр это оставляет в своем завещании, что только познав, как бы, так сказать, всю полноту, собственно, вот, универсума, в общем-то, молодой человек может назвать себя вот, полноценным богатырем, потому что они, становясь охотником, брали на себя право решать, кто из существ одной с ним крови будет жить, а кто нет. Вот. И поэтому их приучали здесь совершать обряды, и они входили, так сказать, в этот мир мифологии, то есть они фактически социализировались окончательно. Вот пример уважения к чужой жизни и благородства даже по отношению к побежденным врагам. Однажды злой и кровожадный царь Катила послал против Урала исполинского быка. Но не тут-то было. Как тут бык не пыхтел, не старался, как не бился, не вырывался, освободиться сил не нашел, по колени в землю ушел. Но, победив быка, Урал-Батыр пожалел его и оставил в живых. С тех пор у быков кривые рога, треснувшие на 2,5 копыта, и не растет передний зуб. Все это наследство проигранной битвы их далекого предка Урал-Батыру. Разумеется, и обстоятельства боя с быком, и размеры рогатого противника Батыра в сказаниях носят поистине мифологический характер. Да, это, несомненно, такой вот индоевропейский миф, отголосок. Вот, это подвиги Геракла, это и миф Ясония, это и Индр-змееборец, который сражается с быком. Но это как бы особенность древних скотоводческих народов, которые с глубокой древностью почитали, собственно, это животное. Однако это, вероятно, самый реалистичный из подвигов Урал-Батыра. Издревле сильнейшие мужчины разных народов мерялись силой с быками. И сведения о подобных битвах встречаются не только в мифах, но и в римских исторических хрониках. Возможно, некий отважный борец был одним из прототипов героического Урала. Или этот миф о борьбе с быком-исполином пришел к башкирам от других народов. И так появляется третья версия происхождения нашего героя. Известный российский историк Татищев в своей книге приводит такие строки, что северные скифы имели первым своим государем или первым королем, как у него написано, Урануса. Это говорит о том, что действительно вот существовало какое-то древнейшее государство, правителем которого был Уран.
или, как мы сегодня говорим, Урал-Батыр. Произошло его обожествление, в результате которого он стал одним из богов. Сначала здесь, на Урале, а потом и был перенесен в Древнюю Грецию. И стал в результате первым и главным начальным богом, древнегреческим богом. Впрочем, возможно, это слишком смелая версия. Ее не разделяет даже большинство из тех ученых, которые считают, что сказание о Урал-Батыре – это подлинный эпос предков башкирского народа. Преобладает мнение, что славный Батыр – фигура сугубо мифическая. Этим он тоже отличается от своих коллег из других сказаний, скажем, от русского богатыря Ильи Муромца. Хотя по количеству и масштабам подвигов Урал-Батыр превзошел многих знаменитых героев. Ведь, по сути, он создал целый мир. По сути, это древний космогонический миф, в котором описано происхождение Земли, происхождение человека, человеческого общества, и описывается деяние культурного героя, создавшего Землю. И он, несомненно, в силу своей древности впитал, в общем-то, всю историю, собственно, предков Башкирии. Когда, совершив свой последний подвиг, Урал умер, людей охватило горе. Но потом они решили сохранить о нем память навсегда. Народ с великим уважением похоронил Урала на самой возвышенной точке. Каждый из людей принес на его могилу горстку земли. Так выросла огромная гора. Со временем она засияла, как солнце. Тело Урала превратилось в золото и драгоценные камни, а кровь в масло земли, нефть. Ну а горы стали называться в его честь Уралом. Уже много столетий в любой школе мира на уроках географии дети узнают, что граница между Европой и Азией проходит по огромному Уральскому хребту. Так имя древнего героя становится известным миллиардам жителей нашей планеты. Эти могучие вершины – вечный памятник подвигам Урал-Батыра, навсегда подарившим башкирской земле и людям невероятную по красоте природу, неисчерпаемое богатство недр и великую историю.